Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Человеку нужно следовать истинным путем и не нарушать норм шариата, духовно развивая себя. Примером должны служить люди, лучше знающие религию и соблюдающие повеления Аллаха Всевышнего. У этих людей рекомендуется спрашивать совет и обсуждать с ними религиозные вопросы. Также следует и самому путем размышления постигать мудрость. Человеку для его духовного развития и совершенствования полезно посещать больных, сравнивать себя с теми, кто слабее, сочувствовать бедным и нуждающимся, которые не могут найти средств на пропитание и лечение. Постигая это, люди скажут: «Хвала Аллаху, мы здоровы и у нас есть пропитание». Человек должен задуматься над тем, как исправить себя, как больше получить и лучше усвоить религиозные знания, соблюдать шариат и делать то, чего раньше не делал. Он должен самокритично относиться к себе и стараться исправить свои недостатки, а не говорить, что окружающие плохо к нему относятся. Человек, задумываясь над событиями, происходящими вокруг него, обретает мудрость и совершает меньше ошибок. Если окружающие правильно поймут тебя, то и тебе, и им будет хорошо. А если не поймут, то даст Аллах, наступит день, когда они прекратят совершать плохие поступки. Взаимоотношения между людьми прежде всего должны строиться на скромности, искренности, взаимоуважении и любви. Больше всего человек должен любить своего Создателя, Аллаха Всевышнего, а затем пророка Мухаммада, мир ему, а потом всех остальных. Очень часто поступки людей не соответствуют их внутреннему миру. Например, кто-то проявляет заботу, спрашивает о здоровье и тому подобное, на самом деле испытывая неприязнь к данному человеку. Настоящий друг всегда даст добрый совет и скажет тебе о твоих недостатках, так как он любит тебя и хочет, чтобы твои деяния соответствовали шариату, а ты всегда находился на пути истины. А если человек молчит, зная, что его друг прислушивается к его советам, то такой человек не настоящий друг. Если кто-то предупреждает тебя о том, что какие-либо твои поступки не соответствуют религии, то необходимо поблагодарить такого человека и поступать согласно его совету. Не следует оправдывать невыполнение повелений Всевышнего своим возрастом и говорить, что я молод и тому подобное. Человек не должен быть высокомерным, он должен брать пример с тех, кто лучше соблюдает повеления Аллаха Всевышнего. Именно таким путем достигается улучшение и очищение мусульманского общества. Когда люди соблюдают шариат и не совершают грехов, то получают баракят, благословение. Дорогие друзья, примите пример с благочестивых людей и путем размышления постигайте мудрость. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.